Всем привет, это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю вам новости Словении простым, понятным языком. Недовольные горожане вывесили желтый флаг над Люблянским замком, таким образом показав мэру города Зорану Янковичу символическую желтую карточку. Хотя Трамп всегда может отменить любую карточку. Активисты заявляют: мы не банкомат для дорогих проектов мэрии. Причиной недовольства стала попытка властей изменить правила парковки в жилых районах, в том числе ввести платные парковки в спальных районах. Многие жители выступили против этих изменений и собрали более 14 тысяч подписей за проведение референдума. После назначения даты референдума мэрия попыталась откатить свое решение назад, но люди восприняли это как попытку избежать самого референдума. Референдум все-таки в итоге состоится 12 июля, в воскресенье. И даже иностранцы с ПМЖ Словении, постоянно проживающие в Любляне, могут принять участие в данном голосовании. Я также получила приглашение принять участие в голосовании и обязательно воспользуюсь своим правом. В парламенте Словении предложили запретить вывешивать любые флаги на государственных зданиях, кроме предусмотренных законом. Под запрет могут попасть любые флаги иностранных государств, в том числе Украины и Палестины, а также радужный флаг ЛГБТ. Авторы инициативы заявляют, что государственные учреждения должны сохранять политический и идеологический нейтралитет. За нарушение предлагается вводить штрафы для учреждений до 5000 евро, для должностных лиц до 2000 евро. Инициатива уже вызвала общественные споры. Критики считают предложение ограничением свободы выражения позиции. 72-летнего туриста из Австрии задержали на славянском побережье только за то, что он прогуливался голым по пляжу. Сначала мужчина просто прогуливался нагишом, видимо, просто выбирая место на пляже. И не успел он прилечь на теплые камни, как тут же подоспела полиция. Теперь мужчине грозит административное взыскание и штраф. Непонятно, что так могло напугать посетителей пляжа. Мне кажется, это просто эйджизм какой-то. Уверена, если бы по пляжу прогуливалась молодая обнаженная девушка, никто бы и не подумал позвонить в полицию. 8 семей купили рядом земельные участки и построили на них дома своей мечты. А теперь получили уведомление об изъятии земли. Верхники, владельцы участков, оказались под угрозой принудительного отчуждения недвижимости из-за строительства новой объездной дороги. Люди утверждают, что купили землю и получили все необходимые разрешения еще до появления новых планов строительства дороги. Теперь государство рассматривает возможность изъятия участков для строительства объездной дороги. Жители намерены добиваться отмены данного решения и требуют, чтобы власти нашли другой маршрут. 106 лет истории заканчиваются в Загребе. Один из самых известных хорватских производителей лаков и краски прекращает свое производство на родине и переносит свои мощности в Словению. Таким образом, компания Kansai Helios решила оптимизировать и масштабировать свое производство. Для Хорватии это огромный удар. Более 4000 человек останутся без работы. Ну а для Словении наоборот. Наконец-то 4000 человек смогут найти работу своей мечты. Друзья, а если вы планируете переезжать в Словению и вам нужна помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В Любляне появилось новое элитное социальное жилье для состоятельных молодых семей. В столице Словении начался прием заявок на социальные квартиры. Правда, слово «социальные» здесь у многих вызывает вопросы. Речь идет о современных апартаментах в престижных районах Любляны. Казалось бы, отличная новость для тех, кто не может позволить себе дорогую недвижимость. Но дальше начинается самое интересное. Чтобы получить данное социальное жилье, молодым семьям нужно соответствовать определенным критериям.
Они должны иметь хорошую финансовую поддержку от своих родителей. А эта родительская финансовая поддержка должна равняться ни много ни мало трехкратной минимальной славянской зарплате. А помимо всего прочего, молодая семья должна подтвердить, что в будущем они получат наследство, недвижимость от родителей. Это будет являться финансовой гарантией. И при выполнении всех этих условий такая молодая семья сможет получить элитное социальное жилье практически за копейки. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в четверг? В Любляне в четверг будет от плюс 16 до плюс 29. Малооблачно, без осадков. Спасибо, Алиса. Мне приятно, что вы оценили. Давайте познакомимся ближе. Спросите меня, что я умею. Нет, спасибо. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!